Господин спикер, то, что сказал, что это бандитские методы, он мог бы приехать и это сказать в лицо господину Рычану. Он не должен был это публиковать. И то, что господин примар бандитский, они что, видели, что как господин примар вытаскивал флаг, они также какой-то умный деятель на данный момент. Вы понимаете, эта реакция пошла цепная. И эта реакция получается 1, 2, 3. У нас в Вулканештах есть такое трио, которое на сегодняшний день, им дали команду, вот они опубликовали. На сегодняшний день ни видео, ничего нет. Я не имел такого права в первую очередь делать. И я этого не делал. Да, мы сегодня, я говорю, разбираемся. Господин спикер мог бы, я не говорю, что позвонить. Приедь, пожалуйста, поговорите, кто видел, как это делать. Значит, им это выгодно делать, понимаете? Вместо того, чтобы заняться, узнать, какие проблемы населенного пункта, как развивать населенный пункт. Занимайтесь политикой, но примаров не суйте в эти вещи. Примары не должны заниматься политикой. Как один из моих коллег сказал на сегодняшний день. Говорит, вы не хотите, но нас туда внедряют. Пусть региональная власть разберется с центральной властью. Пусть наладят отношения. Потому что они не могут наладить отношения, а виноваты кто? Виноваты примары населенных пунктов. Примарам больше нечем заниматься, только политикой осталось заниматься. Да, информационную вот эту выпустить, для чего это нужно? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. А кто страдает после этого? Просто простой народ. Ну, я думаю, если господин спикер хочет вынести обсуждение в народном собрании, то он должен иметь какие-то мотивации. А мотивация иметь СМИ, который господин Тютин в интернете или это. Пожалуйста, если кто-то видел, что господин примар вышел с флагом, пожалуйста, объясните. Или когда я вытаскивал, менял его. Я же говорю, я не имею такого морального права и такие вещи делать. Потому что флаг Гагаузии это святое на сегодняшний день, как и наша автономия. А господин спикер, если он считает, пожалуйста, пусть он доведет, покажет как. Потому что я вижу, что в СМИ сегодня все выходят, а кто-нибудь обосновал все эти вещи. У нас как-нибудь иногда за клевету можно еще и подать на них в прокуратуру, в суд и в полицию, правильно? Пусть они немножко подумают над этим.